называться такими признаками, как адекватность, они должны быть очевидными для реализации цели. Это объективность, не допускается использование показателей улучшения отчетных значений, которых возможно при ухудшении реального положения дел. Да? Достоверность, то есть это способ сбора и обработки исходной информации, должен допускать возможность проверки этой информации, ну и однозначность. Например, процесс реализации программы по оказанию помощи семьям совершеннолетних детей в результате планируется оказание социального патронажа 10 семей, преодоление конфликта 10 семей, по строительству колоссов, то строительство каких-то колодцев. Если это спортивное сооружение, то строительство спортивного сооружения площадью вот такой-то площади. То есть вы здесь непосредственно указываете, да, ожидаемые результаты. Да. Далее идет смета планируемых расходов на реализацию проектов. Смета расходов — это очень самое главное, самое важное и, наверное, самая трудная часть проекта. Смета не включает расходы, связанные с текущей деятельностью организации, то есть только расходы, здесь указ, которые связаны с реализацией проекта. Сюда не относятся также необходимые расходы организации. Планируя смету расходов, полезно тогда заглянуть цели, задачи, какие мероприятия будут реализованы. И тогда расходы должны быть максимально детализированы, по которым мы можем посмотреть, чтобы у вас есть соблюдение нормативов расходов в соответствии с приказом Министерства экономического развития. Представление сметы необходимо помнить, что за счет субсидий можно осуществить расходы, такие как оплата труда за исключением административного персонала в пределах установленных тарифов, оплата товаров, продуктов, услуг, арендная плата, оплата налогов, сборов, страховых взносов, командировочные расходы. Сюда нельзя вносить расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, с проведением фундаментальных научных работ, с осуществлением деятельности, напрямую связанных с проектами, расходы на поддержку, напрямую не связанные с проектами, расходы на поддержку политических партий, митингов, демонстраций, приобретение алкогольных напитков, к примеру, да, после реализации проекта, оплату штрафа, наказание материальной помощи населению и так далее. Вот, рекомендуемая структура основной сметы расходов представлена на слайде. В данном случае вы ссылаетесь на информацию, вот, которая была в предыдущем разделе, в основных мероприятиях, и просто ее как бы заполняйте, выполняйте. Если, допустим, взять дальше пример по строительству спортивной площадки. В первом мероприятии наименование берете точно такое же, как было в предыдущем разделе, это согласование с администрацией сельского поселения, где будет располагаться данная спортивная площадка. Вы также пишете здесь наименование точно такое же. Дата вы берете оттуда же. Кто будет осуществлять, также указываете здесь председатель ТОС, например. И что у вас, какие расходы здесь, к примеру, могут быть? Это оплата труда руководителя, да, проекта. Вот, это значит, здесь указываете проекта, да, сколько-то часов необходимо на согласование по такой-то стоимости непосредственно. Вы смотрите в приказ номер 109 на тему расходов и цифры, суммы берете прямо оттуда. То есть оплата руководителя у нас характеризуется суммой до 165 рублей в час. Вот. И дальше идет, если у вас это расчистка территории для строительства спортивного сооружения, то указываете, значит, аренда трактора у индивидуального предпринимателя. Вы указываете, у какого, получается, индивидуального предпринимателя или у какой организации, по какой сумме, сколько часов вам необходимо. Это вот уже подпункт об оплате товаров, работ, услуг. Да? У нас оплата аренда транспортного средства не больше 150 рублей в час. Здесь вы можете указать добровольцев, да, они также помогают осуществлять данное мероприятие, сколько человек, по какой стоимости, сколько часов и так далее. У вас по каждому мероприятию вы так расписываете непосредственно. Сумма по окончанию данной таблицы, она должна равняться сумме, указанной у вас в ресурсном обеспечении в утвержденном проекте,
заявлении непосредственно. Везде должна быть одинаковая сумма. Далее посмотрим нормативы расходов. Вы смету? Хотелось бы пояснить относительно оплаты руководителя. Постановление порядка получается не подлежит, нельзя осуществлять оплату труда руководителя социальной деятельности некоммерческой организации. Оплата может быть произведена руководителю проекта. То есть в одном лице может совпадать две роли. То есть как руководитель некоммерческой организации, так и руководитель проекта. Но при этом возможна ситуация, что руководитель некоммерческой организации не имеет отношения непосредственно к реализации данного проекта, а занимается этим не другой член коммерческой организации, который будет именоваться руководителем проекта. То есть на оплату его труда средства субсидий могут быть направлены. То есть этот нюанс надо учитывать, и в смете он при составлении сметы он должен четко учитываться. Вопрос следующий. А при учете собственного вклада оплата руководителя организации может быть? Нет. При расчете собственного вклада учитывается или нет? За счет субсидий вы не можете. Нет, я вопрос задал совершенно другой. О том, что при от 20%, который наш вклад. Да, при расчете собственного вклада в реализацию проекта вы можете учитывать в денежной форме. Благодарю. Спасибо. Вклад руководителя организации. У меня вопрос еще. Фактически ваши расходы, но не безвозмездный труд. Да, То и есть при там реализацию проекта. Безусловно, что руководитель организации, он руководит организатором проекта. Не в текущей деятельности. То есть если у вас руководитель организации 30 рабочих дней работает в организации, да, но при этом он проект посвящает 15 дней. Ну, я пример приведу, мне понятно. Значит, получается следующее. Сейчас... Не перебивайте, я вас не перебивала. Если в текущую деятельность проекта руководитель организации вкладывает 15 дней, да, предположим, то вы берете собственный вклад 20% 15 дней оплату труда руководителя, не 30 дней. Если, конечно, проект в течение 30 дней, да, и руководитель организации в течение 30 дней вкладывает свой труд, берете 30 дней. Но надо понимать, что у вас временные рамки, да, реализации проекта тоже должны соблюдаться. Если вы обозначили в течение 3 месяцев реализацию проекта, мы вас так и говорим, что у проекта должны быть временные рамки, чтобы мы смогли посмотреть цели проекта и результаты проекта достигнутые. Еще вопрос. У меня вопрос такой, Алексей. Вы оговорились, что сказали, что с добровольцами нужно заключать договор. Какой я договор могу заключить с добровольцем, если он у меня зарплату не получает, суточных не получает, проезд, да. С местным оказанием услуг. И в этом договоре он что, должен указывать свои паспортные данные и все остальное? Это вопрос такой... И какую ответственность? Вот пришел ваш рабочий на 2 часа в своей робе покопать вам колодец, а вы к нему с бумажкой. Давай мы с тобой бумагу. Да я положу лопату и скажу до свидания. Списком можно, да? Списком можно общим. Можете прикладывать список, договор и список, в котором он подпишется. Договор... Приложение к договору идет. В гражданском кодексе такого договора не предусмотрено, это самодеятельность. Да. А если он получает вознаграждение, то это уже наемный рабочий. Если мы с вами оцениваем труд добровольцев, если мы с вами хотим оценить труд добровольцев как собственный вклад, 20%, вы должны каким-то образом это подтвердить. Если вы не хотите подтверждать 20% трудом добровольцев, вы можете не заключать договора. И не указывать их в софинансирование. То есть это государство идет навстречу к вам, зачисляя в собственный вклад труд добровольцев. Это дополнительный вам бонус. Поэтому в ваших интересах какие-то договорные отношения с добровольцами заключить. Но если продолжать эту тему, получается следующее. Допустим,
Союз российской молодежи, вот эти 20%, то есть другие грантодатели и операторы, они вот эти 20% уже в нашем году, в этом году текущем исключили. Потому что получается некоторые алогичные здесь Давайте мы не будем взаимоотношения. уходить по иным грантам. Мы сегодня рассматриваем конкретный порядок, утвержденный постановлением правительства. Нет, тут здесь следующее, что вот, Тема нашей сегодняшней встречи, да, подготовка документов. молодцы, что вы ее провели наконец-то. Именно корпус. Поэтому давайте мы, у нас определенный регламент, да, мы уже как бы Перебор идет. скорее всего, не Может, уложимся еще в один определенный вопрос регламент. коротенький. Я так поняла, что когда мы в расчетах прописываем оплату труда, то мы должны уже фамилии участников, Не вернее, ну, обязательно. Нет, Это просто будет решить. подтверждающий документ. Когда вы понятно. будете подтверждать целевое использование субсидий, вот там мы вас ну, что вы попросим. как раз сказали, руководитель Нет, проекта. это если у вас фамилия, есть, например, да, А? вы знаете, если у вас, например, уже есть проект реализуется в стадии реализации, да, вы можете это указать. Если вы еще только планируете заключать какие-то договора с индивидуальными предпринимателями или с частными лицами, вы это просто должны знать, иметь в виду, что по итогам кампании отчетности, да, мы у вас эту информацию попросим подтвердить, что вы действительно деньги заплатили там индивидуальному предпринимателю за его услуги,